Наши последующие два занятия будут посвящены характерным чертам пробуждения. На этом курсе занятий мы будем говорить о том, что же вообще необходимо для того, чтобы оно произошло. Что составляет это? Вера приходит от слышания. Если Господь нам воистину даст увидеть, что же есть пробуждение. Большей части, наверное, никто из нас не видел настоящего пробуждения, о котором говорит Бог. Но если мы хотя бы узнаем, что это такое, что это из себя представляет, тогда мы непременно поймем, что ничто остальное просто не имеет значения. Кроме того, чтобы нам увидеть Господа действующим именно таким образом. В 1904 году, когда грянуло пробуждение в Уэльсе, в той церкви было 17 человек народу. Потому что в религиозном плане, наверное, мертвее церкви найти было невозможно. Потому что там повсюду, везде был просто мир. Церковь была мертва в общем плане. Беззаконие творилось везде. И это был мир, который был похож на штольню, на каменоломню. Но вот именно в такой мертвый мир явилось пробуждение. И оно началось с 17 человек. И в течение 24 часов оно просто пронеслось по долине, и 10 тысяч человек получили спасение. И затем это пробуждение, оно начало перекатываться, и оно поднимало на своем пути все. Те, которые работали в каменоломнях и в штольнях, они настолько преображались под действием этого пробуждения, что даже бедные люди, которые участвовали в этом, они были настолько запутаны. И когда мулы, которые их использовали, животные, которых использовали для того, чтобы они тянули тележки, они даже, наверное, сами ослы путались, потому что когда они видели, когда эти пьяные шахтеры, рабочие, которые постоянно избивали животных и проклинали их всячески, когда вдруг ни с сего что-то не сходило на них, и их жизни преображались. Наверное, бедные животные были сбиты с толку подобным поведением своих хозяев. Это просто то, что говорит история. Это то, о чем мы с вами говорим. И да совершит это Господь вновь. И да явится Господь в Кемерово именно таким образом. И пусть вот это пробуждение придет здесь среди нас, в этом театре, таким же образом. Точно так же, как пробуждение явилось в Верхней Горнице в Иерусалиме. И тогда, наверное, весь бы город носил двери здесь, желая зайти сюда с одним вопросом на устах: что мне сделать для того, чтобы спастись? И Господь непременно совершит подобное вот при конце времен. Потому что кто-то станет инструментом в Его руках. А почему бы вам не стать таким инструментом? Почему бы мне не стать таким инструментом, а? Итак, мы посмотрим на некоторые черты. Характерные черты пробуждения. Для начала мы прочитаем 2 главу Деяний, 16 стих. Вторая книга Деяний описывает то, как не спала Пятидесятница. И 16 стих говорит о том, как апостол Петр встал, и как он сказал следующие слова. И сказал подающим голубей: возьмите это отсюда. Ой, простите, я не помню. Деяния, 2 глава, 16 стих. Hallelujah. Acts chapter 2. Деяния, 2 глава, 16 стих. Но это есть предреченное пророком Иаилем. Но это есть предреченное пророком Иаилем. Это есть то, что говорил пророк Иаиль. То есть была такая сила,
So many miraculous things happened. Было так много чудес, которые произошли в тот момент. People in the street of every tribe in town Когда люди всякого племени, was hearing God glorified всякого народа, они слышали, как Бог был прославлен на их языке. in their own language. Они слышали это. The miracle, the sweeping, the conviction. Как чудеса просто охватывали весь город. И состояние людей, оно абсолютно менялось. Crowds were gathering. Собирались толпы And повсюду. Peter said, this is И that. Петр говорит, вот это и есть There are certain characteristics предреченное пророком Иаилем. И есть определенные характеристики, that mark this divine activity called revival, которые знаменуют вот это божественное действие, которое мы называем пробуждением. that make it different from just the normal flow of the Spirit. Это те характеристики, которые четко отличают пробуждение от естественного и обычного течения духа. Now, some have already been mentioned, but I think it's necessary to set them forth Мы некоторые уже упомянули, но я думаю, что будет полезно нам, если мы еще раз проговорим их. in some kind of an order and consider them in relation to the whole. Если мы посмотрим и рассмотрим их в определенном порядке и соотнесем их, как бы подведем все к общему знаменателю. Keep it in mind that Pentecost was the first distinctive outpouring of the Holy Spirit. Когда мы помним о том, что Пятидесятница была первым и явным излиянием Духа, A careful examination of that one event если мы очень внимательно рассмотрим, что же это было за событие, will give us the features of every other outpouring. то как только мы посмотрим на него очень близко, то там мы и найдем все черты, которые присущи всем последующим излияниям Духа. When we look at what happened there Когда мы посмотрим, что произошло в тот день, as the first distinctive outpouring of the Holy когда Spirit, мы посмотрим на то, что это и было первым таким отличным then излиянием in that Духа, outpouring четким, то в том излиянии we'll see what will be in all. Духа мы увидим все то, что нам следует ожидать в любом пробуждении. The things that accompany and result revival Все то, что приходит, и все то, что является результатом are пробуждения, always the same это всегда одни и те же качества. as in the case of Pentecost. Это все то, что было в Пятидесятнице, иначе быть не может. Now the first mark is the divine sovereignty. И первое – это божественная суверенность. Is implicit in the statement when Pentecost was fully come. И она четко была явлена в том утверждении, которое было сказано в момент, когда Пятидесятница излилась. When the day of Pentecost was fully come, Когда день Пятидесятницы воистину настал, that was a sovereign act of God. все знали, что это было суверенное деяние Божье. Every genuine revival is clearly stamped with the hallmark of И sovereignty. всякое искреннее такое пробуждение, оно всегда видимо, и оно всегда воспринимается как суверенное действие Господа. Now the moment of the outpouring of that first Pentecost В тот момент, когда произошло излияние Духа в день Пятидесятницы, was not determined by believers in the upper room, смотрите, этот день и тот момент, он не был определен верующими в верхней горнице. but by God who had prophesied it Он centuries был before. избран Господом. Это то, о чем было пророчественно Господом века до этого дня. In those wonderful types of the Old Testament. Столетия до того, как это произошло, это еще было в замечательных таких изречениях Ветхого Завета. Now the slaying of that Paschal Lamb told generation after generation, И когда происходило заклание Агнца из поколения в поколение, though they knew it not, пасхальном, несмотря на то, что народ не понимал, о чем шла речь. it told them the day of the year, the week on which Christ, our Passover, should И be что же это такое, народ до конца не понимал, но тем не менее подразумевалось в этом тот день и тот час, когда будет Христос как совершенный Агнец Божий будет заклан. and the presenting of the wave or sheaf before the Lord on the morrow after the Sabbath. И затем, когда происходило то, что описывается как превознесение, как превознесение в праздник, превозносили снопы. Now, the presentation of that wave offering Это называлось снопом потрясения. had for centuries fixed the day of our Lord's resurrection. И в течение многих веков, в тот день, когда возносился этот сноп потрясения, это являло воскресение Господа. As being on the first day of the week. Это как прототип, потому что вознесение снопа потрясения происходило в первый день недели. And the command to
count from the morrow after the Sabbath. И заповедь, которая была дана, что сноп потрясения должен быть вознесен за день после субботы. From the day that you brought the sheaf of the wave offering. После того, как были принесены все пожертвования. Then 7 Sabbaths determined the day of Pentecost. Говорилось о том, что должен был отсчитать от первого дня после праздника, который приносит сноп, 7 полных недель. As the day the Holy Spirit would come. И после этого говорилось, что 7 полных недель знаменует день, когда будет излит Дух Святой. Now they tarried in prayer 10 days solely. Смотрите, это знаменовало собой день Пятидесятницы. Because after the 40 days of the Lord's journey on this earth, далее, когда мы говорим о людях, которые 10 дней в горнице ожидали излития Господа, это обозначает то, что после того, как 40 дней, а 40 дней Господь оставался на земле, еще оставалось 10 дней, которые необходимы были Господу, и Господь временил. But there was something more than the fulfilling of the prophecy in the choice of day. В этом было сокрыто гораздо больше, чем просто исполнение пророчества о 7 неделях. But it was a strategic moment when God had foreseen. Это был тот стратегический момент, который предвидел Господь. Would give the event its most maximum effect. И который Господь подразумевал, что Он явит через это явление настоящий эффект, максимальный эффект. God saw to it. Господь так усмотрел. Господь так усмотрел, чтобы это великое излияние Духа, оно было почувствовано во всем мире в тот день. Потому что всем знаменовался пир в Иерусалиме. И всякий человек из всякой нации был представлен там. According to Acts chapter 2 and verse 5. В соответствии с Деянием 2 главой 5 стихом. Not only the day, however, и не только день. But the time of the day have been appointed by God. Посмотрите, не только день был назначен Господом, но даже время само. But those marking charged them that they were filled with new wine. И все эти знамения показывали на то, что люди воистину были исполнены в тот день новым вином. Возможно, насколько же было возможно то, что это был 3-й час дня. Посмотрите, то есть все вот в этом излиянии было предсказано заранее. И Библия говорит затем, что когда день Пятидесятницы полностью настал, это произошло. То есть произошло в конкретный день и в конкретное время, предназначенное Господом. God has his time for everything. И точно так же по той же схеме Господь обладает и усматривает точное время для каждого пробуждения. Время, которое рассчитано и усмотрено на всякий другой план Божий. Потому что нисколько это неблагоприятно было бы духовной жатве того, что желает Господь. Если бы мы, как люди, могли бы устроить это в любое время, когда бы захотели. Any more than it would have helped their harvest if Israel could have had the former and latter rained at any time. И это нисколько бы не было благоприятно Израилю, если бы они могли изливать благодатный дождь в любое время и призывать его в любое время. But a sober view of the sovereignty of God. Но когда мы посмотрим здраво на суверенные деяния Божьи, will not lessen a God-given burden. Они нисколько не преуменьшат того Богом данного бремени. No, will it lessen fervent prayer for the Spirit. И они нисколько не преуменьшат неустанной молитвы. But it may deliver us from extravagance in which some have erred. Хотя, с другой стороны, это может избавить нас от определенного изысканности, or a despondence in which some have failed. Которые очень часто прибегают в таких ситуациях люди. Когда люди вопрошают о пробуждении, и оно вдруг не приходит тогда, когда они думали, оно должно прийти. Очень многие начинают отчаиваться. В то время как другие пытаются имитировать его. Но
для того, чтобы мы знали, что это воистину в руках Божьих. Что наша часть — это просто представить Ему сосуд, через который Он сможет прийти. What is true of the future promises for Israel is true of the promise of revival. И то, что истинно касательно будущих всех обетований для Израиля, оно было истинно касательно всех обетований пробуждения. I, the Lord, will hasten it in its time. Господь свершит это в свое время. Isaiah chapter 60 verse 20. Это говорит в Исаии 60 главе 22 стихе. Now it's been said of the wells outpoured of the Spirit. И когда говорится вот о том излиянии Духа, that it came dramatically with precision the second week of November. То, которое произошло в Велче, говорится о том, что оно свершилось очень точно во вторую неделю ноября. 1904. В 1904 году. And it fell on the same day, both north and south. И говорится, что это излияние Духа мощное произошло в одно и то же время абсолютно как в севере этой страны, так и на юге. Undoubtedly, there were people in both regions. То есть, получается, не сомнений, что в обоих районах находились люди, которые именно в этот момент отвечали всем условиям, предъявляемым Господом, для того, чтобы использовать их для пробуждения. Но нельзя иначе каким-то образом пытаться толковать вот эту удивительную координацию. Иначе, как просто божественной стратегией и божественным путем Божьим, это назвать нельзя. Потому что вновь Он низвергает воды, и они иссыхают. Он посылает воды, и они переполняют землю. Job chapter 12 and verse 15. Это 12 глава Иова, 15 стих. Now this same principle is seen и тот же самый принцип здесь мы находим, in the great varieties of manifestations that have accompanied these movements. Который сопровождает множество различных манифестаций и проявлений, которые всегда сопутствуют пробуждению. God is sovereign. Бог суверенен в своем действии. И Его суверенность является не только не только в том, что пробуждение является в конкретное время, но Его суверенность является в том мере, в которой работает Дух. Когда верующие, они были поощрены со стороны Господа. Когда они знали, что им должно ожидать пробуждения. Когда всем своим усилием и всем своим сердцем они готовили себя к тому, чтобы непременно промолиться. И вот они ожидали, вот они неустанно пребывали в молитве, и благословение не приходит так, как они этого ожидали. И поэтому в таких ситуациях очень часто существует опасность отчаяния или опасность того, что люди пытаются каким-то образом это подтолкнуть. Но мы должны помнить, что если Бог обетовал, то Он непременно свершит. Потому что Бог не человек, чтобы лгать. И Он не сын человеческий, чтобы каяться. Разве Он не сказал? Так не совершит ли Он того, что сказал? А разве не сказал Он? Так неужели Он не соделает это благим? Поэтому давайте будем смелыми и давайте будем держаться до последнего. И давайте трезво смотреть на суверенность Божию в проявлении пробуждения. Потому что цели Его абсолютно не могут быть каким-то образом оспорены. Потому что Господь Саваоф говорит: Surely as I have thought, so shall it come to pass. Непременно, как я сказал, так сие и свершится. As I have purposed, so shall it stand, for the Lord of hosts. Как я намерил это, так это и состоится. Has purposed, and who shall acknowledge? Потому что Господь усмотрел. His hand is stretched out. Рука Его протянута. And who shall turn it back? И кто отворотит руку Его? Isaiah 14. Это Исайя 14 глава.
Verses 24 through 27. 24-27 стихи. Let them wait on the Lord and wait for the Lord. И говорится, и пусть они ожидают Господа, пусть ждут Господа. And will not be ashamed. И они не устыдятся. Now that's the first feature. И это вот первая характеристика. It's a sovereign act of God. Суверенное деяние Божье, But the second feature в котором абсолютно все точно is предсказано. spiritual preparation. Вторая характеристика пробуждения – это духовная подготовка. Now this feature was in evidence at Pentecost. Эта характеристика, она не была явлена открыта в Well, the scripture Пятидесятнице, says потому что Писание говорит, they were all together in one place. вернее, она была предсказана по Писанию, потому что там говорится, что все они собрались в одном месте. Now these believers in the upper room Представляете, верующие в верхней горнице, had reached a state of preparedness, они достигли такой степени is готовности. shown in chapter 1, Об этом говорится в первой главе, where we find they were all with one accord, где мы читаем о том, что они были единогласны. continuing steadfastly in prayer. Они были единомысленны и постоянно пребывали в молитве. Now the Word of God presents side by side То есть Слово Божье, оно представляет собой сторону за сторону. the two foundation stones of revival. Два основных камня, которые лежат в основании любого пробуждения. The sovereignty of God Прежде всего, это суверенность Божья, and the preparation of man. Его владычество с одной стороны и подготовка человека с другой стороны. Now because you and I cannot understand how these harmonize, Благодаря тому, что нам порой не понять, насколько это может гармонировать друг с there's другом, no reason to emphasize one at the expense of the other. то нет никакой причины пытаться поставить больше акцента на одном и при этом пренебрегнуть другим. Now there's an extreme view of the sovereignty of God, И иногда к суверенности Божьей подходит как с такой крайней точки зрения. that argues that if God wills a revival, И такие люди говорят, что если Бог желает пробуждения, God will send the revival, то Он его пошлет. and nothing man can do affects it. И человек, что бы он ни делал, он никак на это повлиять не может. So these people say, why should we be concerned? Посему они говорят, а зачем нам тогда готовиться, беспокоиться? Богу надо, Он пошлет. But the Word of God in history teaches us Но Слово Божье в истории учит нас, that such an attitude of indifference is fatalism что подобное отношение безразличия, оно and фатально. has to be abandoned И его должно оставить, before revival can come. прежде чем пробуждение придет. Such a view of divine sovereignty Потому что такой подход к божественной суверенности, ignores the condition of spiritual preparedness. он игнорирует факт того, что в духовном отношении должны быть готовы люди. But there's also an extreme on this thought of spiritual preparedness. Точно так же, как есть крайность с одной стороны, есть она и с другой. Крайность со стороны духовной готовности. That ignores the fact of God's divine sovereignty. Люди, которые придерживаются этой точки зрения, они игнорируют факт Божьей суверенности в Now this пробуждении. suggests that God is at our command, И эта точка зрения предлагает то, что Бог по нашему повелению and that we can have revival any day we prepare. может дать пробуждение, и мы можем его устроить в любой день, когда мы приготовимся. Just as we can get lights, but turning on the Точно так же, как мы можем получать свет, включая, выключая выключатель. The Word of God gives a proper balance Но Божье Слово, оно дает баланс между этими двумя. by presenting here in the first verse of Acts 2 И оно дает нам представление, которое описывается во второй главе Деяний. the two aspects side by side. Он дает нам двухаспектную вот эту характеристику. Similarly, David declared, И точно так же и Давид говорил. Thy people offer themselves willingly in the day of thy power. Он говорит, что народ твой с желанием подается в тебе в день излияния силы твоей. Psalms 110 and 3. 109 Псалом, 3 стих. Now, his day of power is determined by God alone. Итак, вот этот день излияния силы определяется Богом и только им. And it emphasizes his sovereignty. И именно это, то есть выбор дня и конкретного времени, и показывает Божью суверенность в пробуждении. But in that day, his people have met the condition Но в тот день те люди, которые отвечают Божьим условиям для пробуждения, by being ready and willing, когда они готовы, когда они желают, which reveals the fact of spiritual preparation. то есть это представляет собой все факт духовной готовности. God reminds us of his sovereignty when he declares, То все вот это становится вместе, накладывается друг на друга. Господь
являет нам о своей суверенности. I will cause the cities to be inhabited. Когда говорит о том, что я заселю города, And the waste places shall be builded. И пустыни будут настроены. I, the Lord, have spoken it. Ибо я, Господь, сказал сие, And I will do it. и я свершу это. But he adds these words. И затем он добавляет слова, For this, moreover, will I be inquired of by the house of Israel. что посему народ Дома Израильского будет вопрошать. To do it for them. И он будет вопрошать меня совершить это для них. And hereby reminded us И здесь он напоминает нам, that the conditions have to be met. что условия должны быть непременно исполнены. War is not all the time an attack. Посмотрите, если происходит война, это не всегда атака. But there is strategic movements for a moment of offensive action. Потому что существуют стратегические моменты в военных действиях, когда идет отступление в качестве подготовки. And the point is this. И суть вот какова. The time and manner of any attack are crucial importance. Время, допустим, и точное время атаки, они всегда важны. In the interest of the campaign as a whole. И это очень важно, потому что на карту поставлен интерес всей битвы. Therefore, such matters are not left to the fighting men on the field. Посему подобное не решается воинами, которые воюют на поле. But they're determined before by the supreme commander. Время и, допустим, основной удар, где будет происходить место, они употребляются высшим эшелоном власти, а все это выбирает начальство. But if the plans made at the highest level are to be carried out successfully, и если мы говорим о том, что подобный план военных действий всегда разрабатывается в высших эшелонах для того, чтобы он эффективно был исполнен, then the soldier on that line солдаты, которые стоят на боевой линии, must be fully prepared for whatever's going to happen. Они должны быть полностью готовы к тому плану, который предлагает власть. Now, revival Пробуждение is a strategic attack by God — это тоже стратегическая атака со стороны Господа. upon the strongholds of the enemy. И он атакует сатанинские оплоты The через это. time and the manner in the sovereign hands of И God. вот время и образ совершения этого действия, и место — это все по суверенному выбору Божьему But his происходит. subordinates through whom he works Но это идет с подчинения тому, через которых он будет работать. must be spiritually prepared at all А times. кто это? Это те, которые духовно готовы во всякое время, When the 0 hour strikes. когда наступает час пик. Now, how clearly these two important factors are set forth И насколько ясно вот эти два важных фактора будут очерчены, in the promised reigns of Canaan. то посмотрите, что это произошло. Это все очерчивается на примере с обещанным дождем. Now, the sovereignty of God is seen То здесь видим суверенность выбора Божьего. in that the rain was confined to God's appointed season. Почему? Потому что когда был обещан Господом дождь, то он был рассчитан на время благоугодное Господу. But it was also strictly conditioned by the obedience of the people. Но с другой стороны, снизойдет дождь или нет, было рассчитано четко и основано на послушании людей. If you shall diligently hearken unto my Потому commandments, что Господь сказал, если вы прилежно прислушаетесь к моим заповедям which I command you this day, и будете исполнять уставы мои, которые заповедую вам сегодня, если вы будете любить Господа Бога своего, если будете служить Ему всем сердцем и всей душой, I will give you the rain of your land in its season. тогда я дарую вам дождь на землю вашу в время благоприятное. Deuteronomy 11:13. Это Второзаконие, 11 глава, 13 стих. God said the rain will come Бог сказал, явлен будет in its дождь, season. и дождь придет во время благопотребное Господу. Но дождь придет тогда, когда вы готовы, если вы готовы. God declared with equal emphasis on the same occasion И по такому же поводу, и с той же самой точностью Господь сказал в другом случае. Он сказал, что served other gods. если народ повернется в сторону, будет служить другим богам, то тогда никакого дождя не будет для них. Even though the season had come, Даже несмотря на то, что благопотребное время Божье настанет, they weren't right. если человек неправилен в своем отношении с Господом, если он не готов, тогда дождь не придет, And the land would yield no и fruit. тогда земля не принесет плод. As verse 16 and 17 of Deuteronomy 11. Это Второзаконие, 11 глава, 16-17 стихи. Now, spiritual preparedness or the absence of it Духовная готовность или отсутствие таковой
may influence God's working is vividly illustrated они могут повлиять на Божьи действия. by the Savior to Nazareth. И это можно посмотреть на следующем примере. He could do no mighty work there Посмотрите, Спаситель не мог сделать в Назарете великих дел. because of their И unbelief. он сказал, почему? Он сказал, за неверие Now, вашего. who among us Кто среди нас can say that Jesus wasn't moving in the sovereign will? может сказать, что Иисус не шел, будучи руководимым суверенной волей Божьей? Amen. Аминь. He came to Nazareth Он пришел в Назарет. in exactly God's time, Он пришел в совершенное Божье but время. he could do no mighty Но work говорится о том, что никаких великих дел там он не мог совершить, because of unpreparedness of heart. потому что сердца были не готовы. Now, what this spiritual preparation involves Что же включает в себя духовная подготовка? and how it may be affected subject so large, so important, И как она может быть достигнута? Этот предмет очень широкий, очень важный that we'll have to consider it separate. для наших размышлений, поэтому мы будем говорить об этом отдельно. But there's this sovereignty of God a feature, Но есть вот эта суверенность Божья, как черта. С одной стороны, это одна черта. Вторая черта, мы говорили, подготовка людей. and another feature of it Следующая черта пробуждения is its suddenness. – это неожиданность. At the beginning of the meeting in Wales, Потому что в самом начале встречи, которая явила пробуждение в Уэльсе, all was dead, то были мертвы все. hard to pray, Потому что было сложно молиться. songs were hard to sing, Потому что песни, они были просто заглушены, их невозможно было слышать. И говорилось, что задул ветер внезапно. 1 minute it's dead, И посмотрите, однажды, одну минуту смерть, а на другую, the whole valley's в being другую минуту вся долина была разнесена. suddenly there came from heaven Потому что внезапно явился сильный a ветер. rushing mighty wind. Это был великий сильный ветер. 120 people in that upper room. А потом сравните другой пример. 120 человек в верхней горнице 10 дней пребывали Continued там. steadfastly. Они постоянно, неустанно пребывали в Every молитве. day the И same. каждый день был один и тот же. 3 weeks we've been here. А мы здесь 3 недели молимся, Studying the Word of God. изучаем Слово But Божье. tonight, Но it сегодня, may be tonight, возможно, это сегодня, the внезапно wind could blow подует ветер. and Kemerovo И Кемерово, fill the streets looking for God. оно будет наполнено людьми, которые будут искать Господа. И это пробуждение. God, let it Аллилуйя. И мы будем молиться, чтобы Господь непременно позволил этому произойти сегодня. suddenly, Внезапно. there came. Пробуждение приходит внезапно. Since revival may be likened to strategic attack, Потому что в связи с тем, что мы говорили, что пробуждение может быть сравнимо со стратегической атакой или нападением, it is plain that in the realm of human conflict, so in the spiritual, оно сравнимо и оно разыгрывается как на уровне человеческих конфликтов, так и на уровне духовных. every attack is heightened by surprise. Мы говорим о том, что всякое нападение, оно будет усилено эффектом неожиданности. In revival, God works suddenly. Посему в пробуждении Господь всегда работает неожиданно, внезапно. Often the mass of believers are taken unaware. И очень часто это усиливает эффект, потому что масса людей, они оказываются застанными врасплох While внезапно. wonder and astonishment grip the heart of unbelief. И они поражаются, и вот эта внезапность, она просто захватывает сердца неверующих. It was so at Pentecost when we read of those who came. Так произошло даже в день Пятидесятницы. Said they were amazed, they marveled. Verse 7. Говорится о том, что те, которые увидели это, они были изумлены. And verse 12 said, and again they were amazed and were Поражены. И perplexed. 12 стих тоже говорит, что они были изумлены и что они были в недоумении. As to Christian being taken by surprise, Потому что, когда христиане застаются врасплох, the great American evangelist, Mr. Finney, remarked, то это с одной стороны. Но вот один из самых крупных американских евангелистов, господин Финней, said they would wake up all of a sudden, он говорил о том, что происходило с грешниками. Они вдруг просыпались. like a man rubbing his eyes open, Они были подобны человеку, который проснулся, и он начинал тереть глаза. running around the room, pushing over. Вдруг он осознавал, что он проспал, и он начинал бегать по комнате, и при этом сносил все на своем ходу. Where all the excitement came from. И он видел, что творится какая-то суета, и сам недоумевал, откуда же это пришло. Though few knew it, you can be sure. То есть
те, которые осознавали это, there was somebody in that prayer room in constant prayer. они осознавали, что это произошло из-за того, что кто-то находился в молитвенной комнате, пребывал там в молитве. How vital it is for the saints of God. Так вот, насколько же жизненно важно то, чтобы святые Божьи, To have their ears open to the voice of God in чтобы these days. уши их были открыты, дабы они слышали глаз Божий в это время. For he speaks first to those whose ears are open to him. Потому что прежде всего, когда Господь говорит, Он говорит тем, уши которых открыты. Then he acts suddenly. И затем Он поступает внезапно. Amos 3:7 says, Амос 3:7 surely the Lord will do nothing without revealing his secrets to his prophets. говорит о том, что неужели Господь явит что-то и сделает что-то, не явив тайны своей до начала пророкам. God's methods have not changed through the centuries. И если посмотреть, то Божьи методы работы на протяжении веков отнюдь не изменились. It may be the sound of marching on the top of the mulberry tree. И, возможно, это будет шум марширующих, который раздается на вершинах тутовых деревьев. It may be a cloud the size of a man's hand. Возможно, для некоторых это будет знамением, как облако, которое покажется на небесах, которое будет размером всего с кулак. But such insignificant tokens Но даже такие маленькие знамения, are all that незначительные, is needed for the listening ear and watchful eye. их достаточно будет, даже если они будут очень крошечными, их хватит для слышащего уха и ока видящего. I have declared the former things from old. Потому что Господь сказал, ибо я went forth out of my mouth, and I showed them suddenly. Ибо я изрек все то из уст моих, I did them, and they came to pass. что я сказал. И Isaiah 48:3. прежнее я задолго объявил, из уст моих выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Behold, the former Исайя things that come to 48:3. pass. Итак, все то, что было в прошлом, сказано в прошлом, оно And совершается. new things do I declare. И он говорит, отныне я являю новое. Before they spring forth, Потому что прежде чем I явится, tell you. я скажу вам. 42:9. И это Isaiah. Исайя 42:9. In 2 Chronicles, Второе Паралипоменон, chapter 29 of that great book. 29 глава, Now the revival that took place under Hezekiah. описывает пробуждение, Here was the order of it. которое пришло там, In verse 36. во времена Иезекии, в 46 стихе, в 36 стихе. But in this chapter 29, Вообще во всей 29 главе of this revival under Hezekiah, описывается пробуждение, которое произошло при Иезекии. the house of God Дом Божий was cleansed, был очищен, and the people were moved to offer sacrifice and thank offerings и люди приносили жертвы всесожжения, жертву благодарения. in such an abundance Они приносили их в таком изобилии, that the few priests who had sanctified themselves could not handle them. что даже те священники и первосвященники, которые отвечали за освящение жертв, они справлялись из-за изобилия. They had to be assisted by the Levites. И левиты помогали священникам при And the этом. scripture records in verse И 36, Писание в 36 стихе говорит, Hezekiah rejoiced in all the people что и радовался Иезекия и весь народ о том, because of that which the Lord had prepared for the people, что Бог так расположил народ, for the thing was done suddenly. ибо это сделалось неожиданно. Who knows all that God is preparing for you and А I? кто знает, что Господь приготовил для вас и для меня? May God help us to И be пусть found in Господь preparation. поможет нам, дабы мы были найдены, готовлены, May you not, приготовлены. when the time comes for the И revival, когда время грядет для when пробуждения, sovereignly He visits, and когда surely it's upon us, своим суверенным деянием Он является нам. because He's put this hunger in our heart. Почему? И Он является именно нам, потому что Он вложил в сердца наши But голод. may you not find us unsanctified И да не найдет Он нас неосвященными and so unfitted for the work и неугодными для исполнения Его работы, that God's power shall dawn. чтобы сила Божья не отошла от нас. The effect of the sudden work in the spirit of revival И эффект той моментальной работы, неожиданной работы, которая всегда совершается при пробуждении, very striking
Он всегда на самом деле шокирует обличением грешников. И очень часто это происходит так, что грешники даже не задумываются о каком-то духовном, о чем-то духовном. И вдруг ни с того ни с сего великое чувство обличения снисходит на них. Когда мы читаем, что же происходило во времена пробуждения, когда пробуждение приносилось по всей стране, когда описываются случаи, когда фермеры, они вспахивали поле, и вдруг ни с того ни с сего они падали на колени, они взывали к милости. В 1922 году, во время Великого Пятидесятнического пробуждения, Вигглсворт находился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. И там было около 10 тысяч людей, которые собрались. И в радиусе 20 миль люди вечерами выходили на улицу. И вдруг ни с того ни с сего чувство обличения великого одолевало их, и они падали на землю, такое впечатление, как будто бы кто-то ударил их. Были случаи, когда люди останавливались и падали, как будто бы с сердечным приступом. А когда к ним подходили, оказывалось, что они просто были поражены Божьим присутствием и сейчас взывают к Божьей милости. И 20 миль. На протяжении 20 миль творится одно и то же, а Бог не меняется, Он тот же самый. Он просто нуждается в том, чтобы мы были готовы. Вот готовы к тому, когда это неожиданное деяние Божие начнет проявлять себя. Следующая характеристика пробуждения является спонтанность. И вот если мы посмотрим на такие очень четкие и простые характеристики, которые дает Писание, нам оно дает источник излияния Духа. Нам Писание говорит о том, что с небес грянул гром. И это показывает нам четвертую характеристику пробуждения. Это спонтанность. Потому что это то, что приходит не из-за какого-то, не со стороны, оно никаким образом не навязывается каким-то посторонним объектом. Потому что пробуждение всегда является результатом божественного, но ни в коем случае не человеческого усилия. И оно приходит в языке, доступном всякому. Это то, что нельзя сработать. Пробуждение нельзя наработать. Да, совершенно естественно и правильно говорить, что духовное положение людей должно быть правильным, духовные условия должны быть подходящими. Но даже если условия в духовном плане исполнены все, это не является движущей силой пробуждения. Во время Пятидесятницы именно небеса, окна небесные были распростерты, но не окна верхней горницы. Потому что источником излития благословений было сердце Господа, но не сердце человеческое. И посему нельзя, наверное, показать это еще более серьезнее. И сказать еще более серьезнее о том, что во времена такого благословения всегда было ощущение великого присутствия Божьего. Это всегда было от Господа. Это Деяния 3:19. И, возможно, мы верим, что в те 10 дней ожидания были какие-то такие оживленные сердца, которые находились в верхней горнице. Но мы должны знать одно: пробуждения там не было. Не было до тех пор, пока Господь не явился, потому что те, которые собрались там, были всего лишь пустыми сосудами, ждавшими излияния. И когда оно явилось именно с небес. И когда оно придет сейчас, оно придет для тех сосудов, которые готовы. И оно придет именно с небес.
чудес. Let us stand. Давайте встанем. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Hallelujah. Аллилуйя. Glory to God. Слава Господу. Thank you, Jesus.